смотрите, канал, водоем какой-то. Немножко прогуляемся, давайте с вами. Сейчас, наверное, никого нету здесь, да? Пока еще никто не подключился. Прогуляемся вдоль этого канала. Посмотрим на красоты. Такая бетонная, как бы края такие, да? Вот эти вот. Вот это мост. Смотрите, мост. Улица Пояркова. И вот можно здесь погулять немножко. Цветочки растут, вот красивые какие, смотрите. Уточек только не хватает, уточек. Ну, какие-то тут вижу эти насекомые, там водомерки или как они бегают, которые вижу, скачут вон. Вот он мост, улица Пояркова. Давайте вот под мост зайдем, посмотрим. Вы же любите такое, да? Смотреть водоемы. Улицы, наверное, уже всем надоели. В Якутске сегодня 4 июня. Жара вообще. Все парятся, ходят. Все парятся. Жарко-жарко. О, зашли под этот мостик. Тут смотрите, как шикарно все. Уже 4 смотрят, 2 лайка. Спасибо большое. Такой вот канал. Ну, сухо у нас, дождей-то не было. Дожди были немножко, как бы, да? Тут, наверное, росписи чьи-то под этим болтами так все скреплено. Там слышно, машины ездят. Ой. Слышно, да? Машина проезжает сверху. Тут видно, люди ходят периодически. А тут какая-то труба торчит. Что она делает? Или это провод? Я уже не знаю. Ладно, подальше от него надо держаться. Непонятно, что он из себя представляет вообще. Похоже на трубу. Там машины ездят сверху. Болты, смотрите, какие здоровые, как в метро. Я в Москве был, вот там тоже мост, метро, мост. Можно пройти, где этот Лужники, знаете, там под Лужниками метро есть, как оно называется? Воробьевы горы, что ли, там, где это, университет московский. Там вот, там, короче, выходишь, и вот мост тоже такой вот мост. Не слышно, как вот поезд проходит, какой, ну там погромче, конечно, поезда грохот такой исходит. Ну а здесь вот так вот все. Опа-на. Так. Ну, дальше выходим к этому каналу нашему. Ух ты, смотрите, видно, да? Оно подмыло вот этот, тут вода какая-то течет, да? Стекает, видно, и вот туда вот она подмывает. Бетон подмыло. Уже там мостик, смотрите, какой-то даже есть. То есть здесь люди, похоже, переходят. Ой. Что дальше пойдем? Любуемся водоемом. Я не знаю, тут течения-то особого нету, чтобы как вот река была. Я не знаю, он какой-то, наверное, ну куда-то текет, я не знаю куда. У нас Челбон, этот Челбон, плавательный бассейн. Большой его построили. И, видать, вот рядом специально с этим каналом, чтобы было воду куда сливать. Потому что я знаю, Самородок есть еще, тоже он с водоемом рядом, с Талым озером. То есть их вот стараются где-то, видать, чтобы стоки было, возможно, вылить. Ну а здесь видим, смотрите, мост какой. Еще один мост.
Интересный мост, да? Тоже вот, это непонятно его назначение этого моста, для чего его сделали. То есть здесь как бы прохода-то здесь нигде нету. Смотрите, вот это вот музучилище, вот там вот у нас. Это здание музучилища. И вот не совсем понятно назначение вот этого моста. Я вообще понять не могу. То есть как бы тут можно перейти, но тут-то прохода нету. У нас такой мост, он, кстати, смотрите, закрытый для автотранспорта. Он там даже замок, как бы ключ, чтобы машины не ездили. Смотрите. Вот, и так вот люди тут идут, и потом они проходят сюда, да? А куда дальше-то идут? Даже без понятия. Давайте пройдем, посмотрим, что там хорошего еще. Сегодня жарко, 30 градусов, 30, вот точно, на солнце даже, может больше. Где-то там на юге говорят дубильник, дубак. А вот смотрите, тут интересный вот этот дом. Вот так вот, видно, как расписывают, да? Вот такая картина целая. А с той стороны посмотрим. Там другая картина. Там, по-моему, девушка нарисована. Сейчас я отойду чуть-чуть и посмотрим с вами. Ага, вот там девушка. Видно, да? Здесь молодой человек и девушка. Вот так вот. Музыка. Музыка, потому что здесь музучилище рядом. Вот так вот. Гравий насыпан. Такое. А это у нас типичные так вот идут трубы. Горячая холодная вода. Теплотрасса так называемая. Чтобы не перемерзла зимой. Потому что вечная мерзлота. В землю нельзя ложить. Поэтому вот так все делают. Ну, птички. Воробьи. Смотрите, они тут спрятались. Давайте-ка их, воробушка. Ну давай, почирикай что-нибудь нам. Смотрите, пух уже какой-то пух здесь. На этих. Пух. Пух. Можно подушку, для подушки собрать пуха. Халявного. Не ходить опасно, высокая температура. Вон там предупреждение. Зачем-то. Для чего-то. Так, ну вот это вот улица Горького. Кто знает. Ну вот она вот здесь идет поверху. Это я как бы здесь иду вот вдоль этого канала. Ну, конечно, неудобно ходить вот по этому гравию. Он острый. И, соответственно, ну, неудобно. Некомфортно, я бы так сказал. Фух, жарко сегодня. Все-таки лето так вот и как-то, ну не совсем чтобы резко, но наступило так вот у нас хорошо. То холодно было, то дождь, то снег там все падал. А сейчас уже вот такая красота. Можно уже в принципе даже загорать, если у кого там дача есть. Ну вот бассейн Челбон, олимпийский бассейн у нас Олимпиады, игры Дети Азии проходили. Пока этого короны этой не было. Да, конечно, наделала нам много делов. Это корона. У нас даже вот этот второй, получается, год праздник отменяют ИСЭХ, который должен в июне проходить. И в этом году тоже отменяют. Вот, чтобы народ не собирался и не передавал, потому что по статистике довольно много заболевших в республике. А вот тут слышно, тут прямо вот, видать, по этой трубе оттуда что-то вытекает. И здесь вот сток воды какой-то есть. Сток воды. Ну тут небольшая такая тропиночка, как бы. Или это вот здесь вот она, смотрите, вот этот Челбон, с другой стороны шум.
там котельная или что, я не знаю. Ну, может, наверное, воду греют все-таки, чтобы она была какой-то приемлемой температуры, потому что там спортсмены тренируются наши. Поэтому вот цветочки, смотрите, лютики. Или как они называются. Я не разбираюсь в цветах, поэтому уже извините, если что-то не то. Ну а так, в принципе, вот тут присесть, если, да, вот порастелить этот покрывало, да, здесь. Вот кто-то даже водку выпил или что это. Угу. Ну, присесть, посидеть вот здесь хорошо. Птички чирикают. А, вот мы вышли, это, кстати, с другой стороны этого автовокзала. Вот это вот. Раньше здесь когда-то был проход. Вот здесь, кстати, можно было выйти и туда пройти по мостику. Но тут не было этого забора. Теперь уже здесь фиг выйдешь, надо вот так его в обход идти. Ну, так сказать, обезопасили вот с этими, со всеми. Там турникет поставили. Объявление «Бесплатная помощь наркоалкозависимым». Почему-то не одна даже объявление, их несколько. То есть как раз вот в этом месте восстановление документов, помощь бездомным. Как раз в этом месте почему-то. Вот еще один мостик шикарный, деревянный уже. Слушайте, я уже вспотел. Кошмар какой, а. Ой, вот в Якутске-то жарень, а. 30-ка точно есть. Ой, что-то рыба или что мне показалось. Пузырьки вон, смотрите, пузырьки идут. Были вот пузырьки. Откуда они взялись? Странно. Обычно пузырьки от рыбы. Рыба играет, когда пузырьки появляются. Вон выходят они, смотрите. Оттуда. Откуда эти пузырьки идут-то, непонятно вообще. Из-под земли, что ли? Вообще непонятно. Ну вот мы, в общем, вот на эту сторону теперь перешли этого канала. Ну, он туда дальше идет, вдоль вот этой улицы здесь Горького у нас. Вот тут пригородные, кстати, эти маршруты. Пригородные, которые ездят в Тулагино, в Маган, Жатай, Захаровку, Хатасы, Табагу. Вот отсюда отправляются. На дачи Вилюйский тоже отсюда. Ну, там расписание надо узнавать. Сейчас уже лето, летнее расписание, поэтому. Ну что, отсюда до дачи доехать, до Вилюйской, допустим, ну, полчаса максимум. Полчаса. Вы уже в лесу, там лес сосновый такой хороший. Очень замечательно там отдыхать, конечно, в городе. Из-за машин пробки, как бы, поэтому не супер, не комильфо, не пробки, а это воздух испорченный, естественно. А на дачке-то вообще милое дело. Живут люди, погода хорошая, вот смотрите, да? Там садят что-то. Садят там, что могут садить у нас? Вот это вот травку, укроп садят, да, потом что, морковку садят, свеклу садят, ну, картошку садят тоже, помидоры, огурцы. Ну, в теплице, конечно. Ух ты, а тут что-то стекает, смотрите, с этого водоема, с этой трубы, вернее. Тут даже вон коррозия какая бетона произошла. Видно, да? Давайте-ка комментарии почитаем. Чат видны все. Почему последний стрим на юг улетаете уже? Ну да, в общем-то в планах как бы есть определенное. Ну, не хочу оглашать как бы, да, заранее. Поэтому пока вот вхожу здесь, как бы немножко снимаю для вас, кому интересен Якутск. Ух ты, тут даже навоз лошадиный. Не хочу оглашать, увидите в дальнейшем. Да, надеюсь, будет интересно, что, куда, чего.
А на юге, говорят, сейчас холод. Я смотрел, там Анапа что-то всю залила ее. Всю залила. И холод. Люди в куртках ходят. Крым тоже, там такая же подобная ситуация. Так. На горке. Вот магазин. Это мы на горку залезли. Вот. Никольская церковь у нас. Вот это вот. Это горка. То есть самое такое высокое место в Якутске. Естественно, строили раньше на самом высоком месте церковь и погост. То есть как бы то есть как кладбище. Здесь вот раньше на этом месте было кладбище. Город Якутск 1632 года основания, поэтому находят довольно-таки древние могилы здесь, соответственно. Я даже видел, вот здесь эксгумировали, вот на этой улице, вот там чуть дальше, туда через дорогу, эксгумировали, значит, тело. Ну, то есть вот эти дома, они все построены, вот эти дома, они все построены на кладбище, по сути дела. Угу. Ну, самое высокое место обычно делали церковь и кладбище там. Ну, сейчас уже кладбища уже давным-давно нету, его перенесли туда дальше, вот туда дальше. Если туда пройти, там получается у нас еврейское кладбище и татарское кладбище, два кладбища. А, значит, городское кладбище, там Вилюйский тракт, по-Вилюйски, Вилюйский переулок, там оно находится. Ну, Вилюйский уже практически все кладбище занято, поэтому там уже мало хоронят, а хоронят в основном на Магане. Маганский тракт, там какой-то километр. Так, ну давайте мы с вами сюда идем. Велосипедисты вот здесь вот у нас видно шналяют туда-сюда. По идее они должны слазить с велосипедов. А вот на этом месте, на горке, видно, да? Раньше был такой промтоварный магазин. Вот на этом месте, на горке. Одноэтажный, деревяшка такая, я помню. Ага. Ну а сейчас вот такую домину построили. Такую домину. Профессиональная химия. О, жарко, слушайте, кошмар просто какой-то. Хочется куда-то под кондиционер конкретно уже. Ну, вот он, Никольский храм. Он еще до революционной постройки. Ну, конечно, реставрирован был вот в последнее время. А так вот он со времен, значит, царя там стоит здесь. Ну, его, естественно, потом покрасили, купола обновили, кресты поставили. Где-то, кстати, вот на этом месте эксгумировали, прямо вот на этом тротуаре, где-то, ух ты, смотрите, один раз ударил, а второй, слышно, да? Колокольня. Сейчас сколько времени посмотрим. 5 часов вечера в Якутске. Там он у них дальше колокольня, там выше, с той стороны. А это улица Октябрьская. О, смотрите, вообще раз это мелодию как
как это называется, колокольный распев, да? Ну, послушайте. Конечно, здесь шум машин вот этой дороги мешает. Видать, служба там или что? Кончилась обычно. В конце службы бывает. Ну, вот так вот. Ладно, пойдемте потихонечку. Пойдемте с вами. И тут хорошо слышно. Там, кстати, на 2 этажах, на 2 ярусах колокола. Все, да? Все. На нижнем, там на нижнем ярусе и на верхнем. То есть звонится довольно хорошая. Ну вот, проходим по улице Октябрьской. Как она называется, Октябрьская, в честь, видать, октября, революции Октябрьской названа. Ну, названия все в Якутске в основном еще старые, советские, поэтому, конечно, сейчас бы в современную эпоху уже так улицы не называли. Вот, видите, Октябрьская, 30. 30-й дом. Смотрите, даже деревянные эти, ё-моё, то есть эти, как набалдашники, да, такие из дерева. Сучок даже торчит. Сучок интересно сделали из дерева, такие набалдашники. То есть нестандартно. Могли бы вообще бы их не делать, а здесь сделали так эстетически, как бы красиво. Вот это торговый центр Палладиум. Большой, там магазины всякие разные. Есть даже какие-то строительные, сюда продают краску, вон двери, электрику, плитку. 3 этажа, да, или 4 этажа. Фу. Ну и вот дом, смотрите, какой здоровенный домик. Кстати, доставка. Парень с этой коробкой. Вот такой домину здоровенный. Так, не хочется по этой дороге проходить рядом. Давайте пойдем хорошего. Детский сад Парус. Комбинат еще советский, типовой. Мы это раньше делали. И, кстати, интересно, он из кирпичей сделан. То есть обычно из каких-то плит крупнопанельных. А здесь кирпичное здание, мелкий кирпич, Парус. Здесь дома высокие, естественно, дворы маленькие, машин много, тьма. Сегодня, кстати, пятница. Всех поздравляю с пятницей. Так, давайте вот туда пройдем немножко. Вот смотрите, здесь для курения, да, площадка. Точно для курения. Только единственной вывески нет. Урны, лавочки. То есть вот здесь вот сидите, курите. Пожалуйста. Ну и здесь тоже сделана вот такая зона для отдыха, видать, да? Лавки,
высокие дома. Для Якутска, конечно, это, наверное, 15 этажей, по-моему, больше не строят здесь. Нужно на данное время. Потому что все-таки свайное поле надо заколачивать. Сваи, все это. Ограничение, конечно, на этажность. Вечная мерзлота. Потом неизвестно, как может себя вести. На этом 202-м там же, на Мовном, там какой-то дом один, он в аварийную попал из-за того, что у него сваи начали ходить, короче. Там даже какую-то подпорку сделали под него, там сваи эти, бревна положили, видел. То есть дом как-то начал гулять, короче, фундамент. Но это на намывных песках. Машины здесь все на тьма тьмущая. Здесь приемка товара. Овощи. Ну, смотрите, какая машина классная. Вот супер машина, смотрите, видите, да? Вот такую надо брать. Грузовик еще и высокий. Короче, впечатляет. Птички. Милое дело. Короче, жизнь в Якутске летняя началась. Конечно, в самом городе из-за количества машин нормально как бы. Смотрите, двор, да, и сколько здесь. А тут смотрите, какие сделаны эти. Не колеса, да, а вот эти вот с дерева сколочены. Вот цветы. Комиссионный магазин, сколько прием, 24 часа. Вот двор и машины. Ну, везде так, по всей стране, естественно, такая ситуация. То есть у нас уплотненная застройка довольно. То есть дома высокие и довольно плотно они стоят между собой. Ну, как бы нормы все эти градостроительные соблюдены, но не хватает парковочных мест однозначно. Так, проходим дальше. Видим здесь такую плиточку аккуратно выложена. Ну, собаку выгуливают, собачку. Ну и вышли еще один дом. И вот здесь вот площадка детская. Так. Шевкунова 31/3. Вот этот дом. Оббитый профлистом. Шлагбаум здесь интересно. Смотрите, да? Шевкунова 31/3. Что интересно за дом? Непонятно, какое-то учреждение, что ли. Ну, тут заборчик-то солидный. Коле какие наверху. Видно, да? Такие вот. Так, а здесь что? Здесь тоже забор. А здесь какой-то непонятный пустырь заброшенный. Такие блоки лежат, чтобы машины не могли проехать. Соответственно. О, там даже тренажеры есть. Смотрите, вот эти вот. Можно физическую активность сделать. Турники. Так, ладненько, давайте дальше с вами идем. О, ничего себе. Вот тут какой балок это, да, видать? Какой-то.
непонятный. Почему-то здесь не убирается ничего. Балок точно. Так, сколько уже времени? 5 часов 15 минут. Якутское время. Так. Как здесь пройти? Типа сюда вот. Ветерок задует. Делали у кого-то евро. Ну вот, улица Лермонтова, это мы этих домов. Так, и что мы здесь видим? Что вот это сооружение такое. Первый раз здесь, честно говоря, хожу. Детская площадка. И смотрите, чтобы, видать, эти собачки не гадили сюда. Вот это здесь песочница, и этот не разлетался песок. Вот они так закрыли его. Вот видите, какая оригинальная эта качелина с поясом. С поясом. Довольно скромно здесь, да, одна качелина и вот такая качелина. И все. Но зато здесь плитка уложена мягкая, специально против ударов. И вот здесь еще один дом. Вот так вот. Красота, да? Вот так вот. Недавно дома, лет 5 назад эти построены. Кирова, 35 дом. Адрес. Вот это все-таки что за дом, я не пойму. То есть он какой-то не новый, в общем-то. Какой-то не новый, а? Его вот так вот украсили. Тут даже, смотрите, деревянный этот. Как называется? Он деревянный дом-то получается. Точно деревянный. Его просто профлистом отбили. Вот и такая вот красота стала. Он какой-то древний. Ну, для утепления пробивают вдоль деревянных домов вот такую вот. Ой, блин, и набивают ее там требухой всякой, отходами стройматериалов. Обычно. Вот. С виду-то вроде бы как более-менее издалека, а так он вообще древний какой-то. Вот. Какие рамы, наличники уже. Ему уже лет по 50, а не меньше. Ну, еще покрасочка держится более-менее. Вот здесь вот для утепления там отходы от стройматериалов, опилки. Видите, насыпано. Но уже тут все отошло вот так вот. Короче. Ну и что, мы вышли на улицу Кирова. Вот там вот у нас парк культуры и отдыха. Давайте туда прогуляемся, посмотрим, все хорошо там. Это колесо еще не работает, оно стоит. Оно еще стоит. А здесь стадион Туймада, всем известный. Ну, рядом с парком культуры и отдыха у нас рынок крестьянский, продуктовый. Так. Слушайте, жарко, мне что-то в горле пересохло. В горле пересохло. Так, сколько? 19 секунд осталось. Интересно, так вот урна прямо где переход. Интересно, почему ее здесь поставили?
улица Лермонтова. Такая интенсивная движуха, сегодня пятница. Естественно, с той стороны вон сколько машин. Все, объявление идет. Объявление. Давайте пойдемте побыстрее идем. Побыстрее идем. Фу. Ну, собака лежит. Она, кстати, чипированная. На ухе я вижу чип у нее. То есть она привитая и, ну, соответственно, и стерилизует еще. То есть она уже приплод не сможет. Приплода у нее не будет. Смотрите, скорая помощь несется. Так. Скорая помощь. Так, все, выходим к входу в стадион Тюрмага. По-английски, по-русски надписи. Ребенок идет. Так, здесь бюст мы видим Тарский. Недалек тот день, когда якутские спортсмены будут чемпионами России, Советского Союза, мира и Олимпийских игр. Тарский, 1956 год. Вот его бюст. И здесь тоже надпись есть. Но она какая-то плохо видная. Почему-то затерта. Какая здесь машина. Мать мущая. Ну, еще один памятник. Тоже спортсмен. Сейчас прочитаем, кто это. Клумбочки такие аккуратненькие с мрамор. Мрамор же, да? Или гранит? Гранит. Или какой-то камень, не знаю даже. Олимпийский чемпион Роман Дмитриев. О. Он борец, я так понимаю. Ага. Борец. Что здесь, смотрите, как сделали. Такой навес, не навес, да, что это такое? Из труб сварено. Видим, здесь лавочки поставили. Можно посидеть в тенечке. Но эта площадка все-таки она забита, смотрите, как интенсивно машинами. Ну, я говорю, тут рядом рынок, поэтому и много вот этих домов, поэтому, может, кто-то оставляет. Велосипедисты снуют. Ну, плохо то, что в городе практически не уделено вот велосипедистам и этим другим, кто ездит. Так. О, петушок. Петушки продают. Эти на палочках сосательные. Знаете, что такое? Съедешь 4000 рублей. Так, очки уже темные здесь продают. Вот их сколько. Очки по 500, 350, 150, даже детские есть. Ну и здесь тоже как бы торговая точка, мороженое. Мягкое мороженое, коктейли. Ну и здесь вот эти вот киоски с разным товаром. О, смотрите, вот такой вот интересный. А там вот шаурма опять. То есть почему шаурма-то у нас? Смотрим, 230 рублей. Сырная 270. Ну что-то тут подороже, да, конечно. Я видел, что ее можно и по 200 купить. Кофе. Здесь, по-моему, не сговорились, да, 230 кебаб, 150 мини-шаурма. Хот-дог, шаурма. Везде примерно одинаковый ассортимент. Гамбургер. Наггетсы 160, хот-доги 200, короче, такие цены примерно 230. Да, со всех сторон вот эти вот одного типа.
Сосиска 200 рублей, 150, 130. Хот-дог называется. Горячая собака, да? Попробуй горячие, что такое, корн-доги. Какие-то корн-доги. То есть сосиска на палочке. Вот. А здесь вот это вот битие, колотить штука. Кофе. Кофе эспрессо 65, 35 миллилитров. Две маленькие стаканчики. А так по 120, 140 и выше. Так, а здесь что за у нас памятник вот этим комсомольцам? Он, кстати, раньше стоял чуть ближе туда, его переставили. Прокат электромобилей. Это получается площадка для катания детей здесь вот на этих. Или на самокатах, велосипедах, вот этих электромобилях. Вот так вот. Там он торговый центр «Айсберг», чуть подальше. И почему-то на памятнике осторожно, опасная зона. А, плитка от эта плохо приклеена, отваливается. Ее же недавно памятник этот перетащили как бы. Плитку плохо приклеили. Раньше вот здесь где-то был проход, можно было пройти, но сейчас все уже, конечно, заделали. Заделали. Эти посюда пройдем. То есть вот тут вот вы можете перекусить в этих домиках, как если в парк идете. То есть, видать, их оттуда с территории парка самого убрали. Вот здесь вот эта зона. Ну, сейчас посмотрим, как там обстановочка. Сейчас зайдем через центральный вход в парк. ПКИО. Так вот он называется сокращенно. ПКИО. Он же основан он давным-давно, еще в 40-х там, или до войны даже, как бы, или послевоенные годы. Вот. Парк культуры и отдыха. Здесь вот землю уже, видать, позасадили какие-то цветочки. Здравствуйте, получается наш бесплатный рекламный акции. Карта в подарок. С этой карты можете получить по 25% стали участником нашего бесплатного розыгрыша. Карта раздается бесплатно, как реклама компании. Можете взять посмотреть сзади, здесь все подробно написано. Ну, я понял, спасибо. Спасибо. Что это предлагают, а? Интересно, мне такое. Так, короче, входим. Оля у нас идет. Вот тут сахарную вату в таких вот пакетах почему-то продают ее. Эти кукурузу. Вот такая вот площадка здесь на входе. Вон там можно подойти к карте, посмотреть. Ну, горожане, вот видите, прохаживаются здесь. Сосновый лес, поэтому можно походить, посмотреть. Так, вот он, такая вот схема у нас парка. Ну, он не такой, не сильно большой, как бы, но вполне. В общем, по площади хватает места, где походить. Так, а эти детские еще не открылись, похоже, аттракционы. Замок дракона, попкорн, вата. Вот тут самокаты прокат. Видно. Так, сейчас пионерчик я ставлю и почитаю, что написал. О, смотрите, вот здесь зато вот самокат. Для самокатов вот зона. То есть посюда вот не надо идти, я так понимаю. А аттракционы еще не работают. Здесь 5D кинотеатр. В этом помещении игрушки. Да, касса закрыта, поэтому пока еще. Ну вот известные герои. Наверное, все их узнали. Чебурашку, крокодила, Гену. Крокодила, Гену. Так, вот здесь что это такое? Какие-то, смотрите. Это же вот это. Телега, да? Телега, точно телега. Телега. Одна, вторая, третья телега. Тут черепашки.
Я понимаю. Коронавирус. И у нас поэтому вот этот парк не открытый. И колесо обозрения поэтому не крутится. Все, я врубился. Все, я врубился. Хотя на колесо обозрения как-то могли бы садить парами, кто ходит. Детские аттракционы не работают. Печаль. Печаль. Детская железная дорога. Опять он чебурашка стоит. Видно, да? Так, давайте почитаем. Будем скучать. Ваш комментарий. Спасибо за вас, спасибо, Лидия. Спасибо вам за такой лестный отзыв. Так, это кто у нас? Король Лев, да? Похоже. Ну, вот они. Так, ну все равно люди выходят в парк, как бы отдыхают, с детьми много. Вот удачно, кто он в тех домах живет тут рядом, как бы они дорогу перешли, и у него прогулочная зона. Здесь можно гулять. Машинка. Так, ой, я тут не пройду, ведется видеонаблюдение. Не туда пошел. Не туда. Тут раньше на этом месте вот стоял памятник. Какая-то девушка стояла, его убрали отсюда. Переместили на другое место. Масочный режим. Вот. Да еще с прошлого года объявление. Но в этом году, видать, так, как тут? Везде что-то загорожено, я не смогу пройти. Так, придется там дальше. Тут какая-то площадка тоже. Похожа на ледовую. В весеннее время, видать, она загороженная. Мороженое, коктейли. Такой аттракцион. Да, конечно, печаль. То, что все это не работает. Кофе, бар. Ну, там видно, натянуто. Смотрите, это пленка такая защитная. Здесь еще одна железная дорога. Уже побольше она тоже не работает. Так, а там у нас вот такой веревочный аттракцион. Лазить по этим веревкам тоже не работает. Тоже не работает. Веревочный, как называется, парк Маугли. Вот он. Нифига. И нифига. И железная дорога здесь. А этот парк небольшой, он для маленьких деток, видать, совсем высоких, потому что уровней здесь нету. Зато прикольные тут какие-то вот эти столбы с надписями, видно, иероглифами. Китайский, видать, какой-то корейский язык, японский, ага. Я вижу 3 языка. Японский, корейский, китайский. Дружба. По-русски якутский. Вот лодочка такая вот здесь. 1632 год. Это год основания города Якутска. 1632 год. Ну, здесь уже дорожка, смотрите, какая. Асфальтик. Ну, такие зоны есть, как бы детская библиотека, кстати, даже. Смотрите. Добро пожаловать. Open лекции, парковский лекторий на свежем воздухе от ученых СВФУ. Лесная библиотека. На самокатах катаются. Вот тут люди ходят, а по этой стороне должны самокатчики. Поэтому кто хочет нормально на самокате вот покататься сюда, просто приходите, самокат дают на прокат и выкатать. Давайте в лесок зайдем. Тут вот такая вот
Смотрите, зона. Можно посидеть. Хот-доги. Ну, алкоголь здесь не продают, поскольку это парк. Естественно, нельзя в парке. Скворечник. Замок дракона. И вот такой какой-то аттракцион. Видать, какие-то горки типа американских, что ли. Вот такой вот у нас сосновый бор. Хорошо походить здесь, конечно. В хорошую погоду. Замечательно. Комаров, слушайте, я не вижу. Ну, тут, возможно, из-за того, что рядом город, как бы. А в июне они, комарики-то у нас уже появляются, причем довольно хорошие. Могут насосаться крови без проблем вашей. Уже к августу там уже помельче, мельчают, мошка появляется в сентябре, там, в конце августа. Ну, они особенно возле водоемов каких-то любят жить, эти комарики, мошка. Вот здесь шишек, смотрите, сколько шишек. Вот все шишками усеяно. Нападали не с этих деревьев. Ага, спасибо. Привет из Пензы. Привет из Якутска. Угу. Такая вот у нас здесь красота. В парке культуры и отдыха. Видны все сообщения. Ага, спасибо, Саша, что вы хотите, чтобы мне все лайк поставили. Угу. Идем, гуляем по парку культуры и отдыха. Рядом вот эти дорожки. Асфальтированные лавочки вон там. И вот эти вот, смотрите, такие типа пагода, да? Беседка, там можно сесть, посидеть. Вот, смотрите, лавочки из этого, получается, из бруса, да, сделаны. Так вот, присесть можно, посидеть. Тут же урны, вот разметка есть, где можно этим самокатчиком ездить, а где пешеходом. Давайте туда еще пойдем. Вот беседка. Вот такой лес. У нас деревья, вот, видно, да, небольшие, они как бы, ну, из-за холодного климата не сильно, конечно, они такие высокие из-за холодного. Ну, со временем климат как-то меняется, да. В общем-то, потепление, в общем, вообще происходит, а в последние годы этого что-то незаметно. Особо потепление, у нас наоборот похолодание, но все равно говорят, что теплее становится. Может быть, в общем глобальном плане теплее в глобальном, а? Так, давайте вон туда пройдем, что там такое. По-моему, в этом парке выгул собак запретили, что ли. Раньше тут с собаками гуляли, собаки все время гавкали. А сейчас, по-моему, нельзя им здесь гулять. То есть, понятное дело, что люди с собаками выходят, их мало того, что они гуляют, они еще тут гадят в парке. Это не должно быть. Поэтому правильно, что и сделали, запретили этих собаководов. Потому что не умеют они у нас убирать за собачками. Не хотят. Тут что такое? Какой-то туалет, что ли? Закрытый или что-то такое? Туалет, да. Деревянный такой туалетик. И мы вышли на площадку. Песочек вижу здесь. Какая-то сооружение из бетона или что, камни, это для чего вообще? Вот это надо было делать. Смотрите, еще памятник или что был, постамент.
Вообще непонятное сооружение. Здесь рядом бочка. Кто залазил, что ли. Исписано вот этими граффити. Да. Похоже, это какой-то постамент был или что. Потому что видно, что здесь что-то было раньше. Тут была кошка нарисована. Что вот это такое, вообще непонятно. Что это такое? Так, и вот здесь вот площадка. Песок. Лавка. Эти что такое? Какие-то два. И сварено из, смотрите, из этих труб, да? И это явно для волейбола. Волейбола. Тут сетку натягивали. Опять эти все коронавирусные мероприятия. Все это мешает нормальному отдыху. Сейчас как бы люди за целый год насиделись уже в своих квартирах. У нас тем более еще зима, как бы шибко не погуляешь, минус 40, минус 50. Сейчас, по идее, надо как-то людям выходить, оздоравливать. Но запрещено. С днем птиц. Вот такая вот кормушка. Такая кормушка. Здесь площадка. Можно позаниматься. Турники. Вот здесь более-менее прохладно. Вот идешь, когда прохладно. О, белка, белка. Вон белка. Вон она. Видно? Бегает. О, скачет белка. Ну, вон она на дерево залезла. Наскочила. Так, потихоньку пойти. Вон она сидит. Видно, нет? Белка. О! Сейчас ускочит, наверное. Ага, точно ускакала. Вон она. Она тут кормится чем-то, да? Видать, люди приносят. Ой. Смотрите, белка скачет. Вот такая вот. И она на дерево. Смотрите. О! Белка. Куда ты от нас, а? Текаешь. Куда она делась? А вон она. Давайте в другую сторону ее обманем. Я туда, она сюда. Вон она соскочила и бегает, прыгает. Прикольно, да? Что-то ищет. Что-то ищет она. Что-то ищет. Так, у меня тут на телефон оповещения приходят разные. Поэтому, если звуки слышите, ну куда ты, белка, скачешь от нас? Вон она. В поисках корма. Ну, пока еще у нас ни грибов, ничего, ни ягод. Чем у нас белки питаются вообще? Едой, семечками, да? Орешками. Вот она. Ну, куда ты? Давай. Давай. Девочка. Полезла на дерево. Смотрите. Так вот с ней походить подольше, она привыкнет. Жалко, нет у меня никакой еды с собой. Скакала туда. Опять на дерево залезла. Вон стоит она. Охота за белкой, да? Ладно. Да, вон там больше видно молодежи собралось. Турники осваивают. Ладно, пойдемте выходим отсюда. Так, и короче дошли мы до павлина. Вот тут павлин, павлин-мавлин. Тут как бы центральная вот эта вот аллея, да, дорога прогулочная. А здесь уже такие вот эти налево-направо от вилки уже.
Тоже разметка есть. Вот они. Павлин, мавлин. Прикольный, да? Белой краской покрашен. Интересно, конечно. Такой вот он. Ух. И хвост у него. Такой вот. Вот она, центральная аллея. Там дальше памятник Калинину. И фонтан. Еще такое все. Я говорю, это послевоенного времени сооружение. Ну и здесь, если сюда пойти, то мы выйдем вот он с этой стороны, да? Добро пожаловать, берегите лес. Фудкорт номер 2. Фудкорт. Фудкорт. Ага. И тут вот эти постройки есть еще. Ладно, мы сюда не пойдем, а вот сюда, в эту сторону. Велосипедисты. Ну, здесь уже воздух более-менее такой чистый. Молодежь гуляет. И мы гуляем. Чистым воздухом подышать. Замечательно. Так, а как мы пройдем? Я вот туда хочу пройти. Вот это здание спортивный комплекс. О, неверно название. Ну, короче, там футбольный. Я сейчас прочитаю. Там, помню, что казалось, в том числе и футбольный для занятий. Мадун, блин, вспомнил я. Угу. Спорткомплекс. Мадун. Здание вот это довольно такое большое. Раньше тут какая-то вот тут дорожка была, можно было просто по ней пройти. А сейчас, я не знаю, там дальше, наверное, будет. Везде здесь скворечники. Для птичек. Птичек особо что-то не видно. Куда-то убежали эти все птички, улетели. Я люблю парк. Смотрите, вывеска. Культуры и отдыха. О, здесь смотрите, что у нас. Это что, шиповник, ага? Шиповник растет, колючки вот такие. Сумка. Лавочки. По 2 урны, смотрите, по 2 урны. Лавочка сама такая, как бы не очень, но тут 2 урны. Что радует. То есть будет куда людям, чтобы не кидать мусор. Ну, 2 урны слева, справа, пожалуйста. Выкидывайте. Не надо ничего мусорить. Вот туда в урны, пожалуйста. Ну, смотрите, змеи запускают. Люди змеи запускают. Ну, нужен ветерок. Обычно где-то на каком-то открытом пространстве. А здесь деревья, поэтому я не знаю, вот тут запустить, наверное, сложно. Открытое поле надо какое-то, чтобы ветер дул. Ну, хотя вот удается это поднять. Ну, как везде, так, памятник всесоюзному старости Калинину. Так, сейчас прочитаем. Что написано. Это послевоенного времени вот эти. Ага. Советский государственный партийный деятель Иван Михайлович Калинин 46-го года жил по 46-й год. Ой. Так, и что мы здесь видим? А, вот вышли, да, здесь детская площадка, песочек, колесо обозрения стоит. И вот этот. А, вот сейчас я вам покажу эту статую, которую увезли оттуда, по которой ближе к выходу стояла девушка с этим, с
какой-то веткой. Спортив... Дахсун. Ё-моё, все я перепутал. Мадун Дахсун. Спортивный комплекс Дахсун. И вот там футбольный мяч. Children of Asia, 6-й International Sport Games. Якутск, 2016 год. То есть вот это было построено к этим играм 2016 года, 6-м всемирным, интернациональным. Ну и да, там большой спортзал как раз для футбола. Еще там легкая атлетика, по-моему, здесь у нас культивируется. Ну и вот такая вот площадка. Понятно, то есть его сюда перенесли, этот памятник. Кстати, туда люди заходят. Видать, она работает. Этот Дахсун, спортивный комплекс. Вот этот памятник. Женщина, девушка с какой-то веткой. Что за ветка, я не знаю. Ну, ветка довольно внушительная. Что там на ней? Не знаю, что это олицетворяет. Ну, тоже вот эта скульптура, она где-то 50-х годов, 60-х. Не могу точно сказать. Ну, вот такие. Еще здесь был стадион, и стояли бюст тоже, не бюст, а это девушка с ветлом и, по-моему, мужчина с копьем. Ну, куда-то они делись, кто-то увез. Ой, собачки, смотрите, здесь в теньке у нас. Вон они лежат, собачки, отдыхают. Бездомные собачки, вон они тихо, мирно лежат. Жарко им, жарко. Они всю зиму перенесли эту нашу холодную. Минус 40, минус 50. Чипированные собаки, вон они. Видно, на ухе у них этот жетон специальный приделан. После чипирования, после вакцинации и стерилизации вот этот такой жетончик, и в город отправляют их. Она уже, естественно, не может никакое потомство, приплод. И вот так они свой век доживают, собачки. Ну, проблема, да, известная у нас с собаками. С одной стороны жалко собак, но с другой стороны людей они кусают. Они же в стае сбиваются. Кусают детей, женщин. В общем, сложный случай. Вот решили так эту проблему как бы решить методом стерилизации и вакцинации. Видно, здесь эти клумбы. Семена уже цветов каких-то высажены. Вот здесь вот эти, смотрите, аттракционы, но они все сдутые. Ну, прыгать на которых. Короче, ничего не работает. Ну, когда снимут эти ограничения, да, сейчас еще почему у нас это все, потому что происходит, потому что как бы рост идет зараженных, поэтому вот особые меры приняты, продление вот этого масочного режима, и, соответственно, вот эти массовые места, они закрыты. Ну, закрыты как, только там нету аттракционов, чтобы люди не толкались. Вот еще собака. Вот такая вот тоже в тенек она залезла. Вот. Лежит. Спит. На улице жарко у нас сегодня. Плюс 30. А вон еще собака гуляет. Вот сахарную вату продают. Напитки. И вот фонтан.
Вот этот вот, тоже древний, этот, сколько лет ему. Ну, времен Калинина и вот этого. О, еще одна собака побежала. Она думала, тут водичка, может быть, да? Что туда заскакивает. Может быть, она там пила когда-то. В общем, ну, тут что-то есть. Ага. Это, видать, от дождя все. И сам фонтан не работает. Здесь что-нибудь есть? Я хочу забраться сюда. Забери. Ладно, я с тобой. Так, ну, давайте дальше идем. Знаешь, что такое бейгл через 300 метров в том направлении? Мороженое, пирожное. Ну, такое небольшое. В общем, туда, если еще пойти, там будет продолжение, как бы, парка. Ну, в общем-то, небольшой. Еще бы где-нибудь сделали такой вот подобный парк. Где-нибудь в районе, я знаю, хорошая зона есть еще в районе Института мерзлотоведения. Там такой сосновый бор, тоже охраняемый. Там запрещена какая-либо деятельность, вообще просто лес. И там что прикольно, там даже дома среди. Ой, муравьи какие здоровые, а. Видно, не видно, он бегает, муравей. Он ползет, он большой, смотрите какой. Где-то, видать, муравейник здесь есть. Нерв-тир. Еще один аттракцион закрытый. Сегодня пятница, могли бы, конечно, не работать, но ничего не работает. Тир не работает. Вот это вот, как она, карусель, да? Карусель. Кинетический песок для детей. Вот здесь вот. А здесь какие-то вот, смотрите, оригинально сделано, да? Из дерева. Стол и стулья. А здесь еще у нас какие-то древние это герои, да, сказок. Герои сказок. Сложно, конечно, распознать, кто это такие, но при всем желании можно. Вот это богатырь похоже, да? Богатырь. На голове у него вот такая вот труха. Труха вот такая. Опс. А вон, смотрите, дерево какое прикольное. На нем можно даже сидеть. Видали, да? Во. Такое дерево еще раздваивается как-то. Можно посидеть. Так, ладненько, давайте мы с вами в этом направлении пойдем все-таки обратно. Парк работает, но аттракционы не работают, чтобы не создавать массовые очаги заражения, само собой. Так, это фараон Египет нарисовано, фотографии на тему Египта древнего. Лавки. Вот тут сколько лавок, смотрите. Два ряда даже. Лавки. Ну, на самокатчиков-то сколько. Ой-ой-ой. Они так могут шибить. Ну и колесо обозрения вот это новое. Было старое, а сейчас поставили новое. Вот с этими закрытыми кабинками. Там есть, значит, какие-то VIP-кабинки, есть обычные кабинки, а с кондиционером, которые VIP, видать. А здесь веселые горки вот эти известные. Катают, которые визжат там. Ну и
Еще одна железная дорога для детей. Большая. Жирафы, львы. Касса, видно, да? Касса закрыта. Ну, люди ходят. Ну, вот в этих домах, я говорю, вот этих ближайших домах очень удобно. Как бы спустился, перешел дорогу и, пожалуйста, туалет КПП номер 1. Выход туда вот можно, если в том направлении идти, туда можно выйти. Еще одна карусель. Такая вот большая, классическая, да? Такая карусель. Надувной дартс. А здесь у нас вот эти вот машинки. И все это не работает. Вот колесо обозрения, вот оно. Такое вот. А то старое, перенесли его, короче, где зоопарк у нас, Ортодайду, туда его, говорит, перенесли. Ну, еще в советские времена был, в принципе, металл хороший, прочный, поэтому просто перетащили и все. И там оно сейчас стоит, крутится. Вот тут что, горячая кукуруза даже продается. Смотрите. Фрукты. Фруктовый стаканчик. Ага. Маска 5 рублей. Без масок не обслуживаем. Прескурант. Вот смотрите, цены такие. 150 рублей. 200 рублей колесо обозрения. Один круг. VIP причем. А вот сахарная вата висит. Кому надо, берите. Спиральная картошка. А вот этот киоск со спиральной картошкой. Все, наверное, видели, ее так нарезают по кругу. Раньше здесь был проход, но его законопатили. Еще какой-то для совсем маленьких поставили карусельку. Емеля, кафе, шашлык. Ой, слушайте, все, короче, давайте. Ну, я весь парк уже обошел. Я сейчас уже все заканчиваю. 2% у меня предупреждение выскочило. Заряд, потому что 2%. Так, давайте выйдем, и я завершу. Вот такая машинка. Кукурузин. Кукрузкин. Еще вот эта вот качелина такая. С таким визгом здесь качаются. Кофе, хот-доги. Ну и все, давайте выходим. Показал в целом. Сегодня у нас пятница, конец рабочего дня. Вечер в Якутске 6 часов. Завтра здесь еще больше народу будет, поэтому кто вот хочет подышать воздухом, так сказать, без особых как бы далеких выездов, вот может сюда пройти и вот этот, ой, змея, смотрите, и собака какая-то.